В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камшек Пшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске: 222 погибших, сотни раненых, десятки пропавших без вести. 15 марта 1993 года началась мартовская операция. Юбилей классика абхазской литературы. Алексею Гогуа исполнилось 85. Блюз от Чикаго до Сухума. Концерт группы Red Rocks. 15-16 марта – одна из самых скорбных дат в новейшей истории Абхазии. 15 марта 1993 года началась наступательная операция по освобождению Сухума. 222 погибших, сотни раненых, 23 бойца пропали без вести. Тела многих из них удалось найти только после войны. Таков итог неудачной операции, которая все же стала залогом будущей победы. Какие бы попытки ни предприняло Министерство обороны нашей страны, переговорами остановить военные действия не удалось. Руководство Грузии отказывалось выводить свои войска с территории Абхазии. На этих кадрах видно, как вражеские формирования ведут обстрел по позициям абхазских бойцов. После неудачной попытки вновь захватить Гагарский район, грузины направили все свои силы на столицу, собрали тяжелую технику, увеличили число личного состава и перебросили их на Гумистинский фронт. В 1993 году, в середине марта, абхазские вооруженные силы готовились к самой важной и сложной наступательной операции по освобождению Сухума, вошедшей впоследствии в историю как мартовское наступление. Сегодня, как и 24 года назад, идет дождь. Видимо, тогда погода давала знать, что произойдет что-то страшное и неотвратимое. Казалось, сама природа была против. Наши бойцы, может, и предполагали, что будут потери, но пути назад не было. Перед абхазскими отрядами стояла задача освободить территорию в нижнем течении реки Гумиста, тем самым дать дорогу идущим за ними однополчанам. И в ночь с 15 на 16 марта абхазские соединения форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Отряды должны были форсировать несколько участков на Гумисте, при поддержке с воздуха и с моря прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению столицы. Тогда как никогда нужно было проявить мужество и героизм. Бойцы выкладывались как могли, чтобы приблизить заветную победу. Никто не думал о жизни или смерти. Просто нужно было защищать родину. Еще кто не знаю, там человека 3-4 вес, подойди, кто-то видит. Боюсь, не бойся, малыш. Что у тебя за ранение? Нога. Перевязана? Где воинская часть, 8-й полк? Недостроенные 2 здания там, видела, может, кран еще стоит. Вот мы оттуда пошли и думаем, давай с боем до речки лишь дойдем. Камси, Керманы, все впереди побежали, мы за ними. Они побежали и сразу со 2-го этажа и увидели их. И положили 3 на место. Еще Камсик шевелился, они его добили. Добили? А потом мы сразу за окна все назад и на 1-й этаж запрыгнули через окно. И там мы остались. Нас окружили там и говорят, сдавайтесь по-хорошему, как вы сдаете. Уже гранаты Один зашел, нагло так зашел к нам, гранату держит, говорит, давайте, сдавайтесь. А все около нас стоят вот так, слушай. Все стоят, не знают, что я взял и целый рожок в него впустил. Матч под глазом. Второй забежал, закан его тоже. Ну, забегали, понял, их там ложились. Некоторым группам удалось, миновав противника, пробраться в столицу, но оказалось трудным выполнить поставленную задачу. Бойцов со всех сторон окружил враг. 3 суток абхазские отряды, проявив мужество и смелость, вели бои с грузинскими оккупантами. Как могли, выводили своих раненых товарищей из села Чадара. Операция, начавшаяся в ночь с 15 на 16 марта, не имела успеха. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. Сегодня ветераны признаются, что мартовское наступление было самым тяжелым. В этих боях погибли 222 бойца абхазской армии. Несколько сотен человек получили ранения. 23 пропали без вести. Наша задача была выйти на... Мы уже были окружены, все равно Кан сдавал задачу выйти на универсал. Это мы 2 группы проскочили, потому что у нас был один, кто на грузинском говорит, цевкалипто. И он тогда мы проскочили. А цевкалипто тоже с вами? Ну, частично, тоже немного очень. Вместе с цевкалиптом 30 человек это было.
Второй там. Да, уже там, да? Один ты мне дал здесь, два вот там. На их стороне. Вот где 8-й полк, перед 8-м полком до реки не добежали. Мы в реку начали форсировать, они уже начали нас обстреливать. Обстреливать вот это химзащита, что за дзентала, мы начали тонуть, мы сняли и пошли дальше. И дальше с боем мы прошли. Но они вас ждали, ты говоришь? Там наверху мы поднялись, и как раз грузины начали по-грузински нас отзывать. И с нами один парень был по-грузински. Он им начал отвечать, говорит, мы пришли говорит, на подмогу туда-сюда. И мы потом тихоря ушли и в эту сторону речку начали двигаться. У нас тоже раненые были. Историкам еще предстоит дать оценку мартовским событиям, но бесспорно одно – они стали решающим этапом для окончательного разгрома грузинских оккупационных войск и их изгнания с территории Республики Абхазия. В те тяжелые дни национальный лидер, верховный главнокомандующий вооруженными силами Владислав Ардзинба, проявив твердую выдержку и волю, призвал весь народ Абхазии к продолжению борьбы с грузинским фашизмом. И долгожданная победа была одержана. Сима Аргун, Абхазское телевидение. В Министерстве обороны почтили память погибших героев мартовского наступления. В памятном мероприятии приняли участие заместители министра обороны, офицеры управления оборонного ведомства, молодые офицеры, курсанты СВОКу, военнослужащие комендантской роты Генерального штаба, ветераны Отечественной войны народа Абхазии. Военнослужащим был показан документальный материал, предоставленный абхазским телевидением и посвященный защитникам Родины. Участники мартовских событий поделились воспоминаниями о тех трагических днях, сообщает пресс-служба Минобороны. Акция памяти погибших в мартовской наступательной операции прошла сегодня и в Государственном музее боевой славы имени Ардзинба. Акция памяти сопровождалась трансляцией военной хроники. Каждый год в память о павших бойцах в мартовском наступлении в столице проводят патриотические акции с участием молодежи Абхазии. В этом году формат мероприятия был немного изменен, но главной его целью по-прежнему остается формирование у жителей нашей республики патриотических ценностей, уважительного отношения к родине и ее истории. Акции памяти погибших в мартовской наступательной операции уже несколько лет. В этом году организатором памятного мероприятия выступили городской комитет по вопросам молодежи и спорта и руководство Музея боевой славы имени Владислава Ардзинба. Организаторы считают, что такие даты обязательно нужно отмечать и, что важно, с участием в них молодежи. Конечно, такие даты, как мартовская наступательная операция, как Ладская трагедия и вообще в целом наша война, мы не вправе забыть. Нам есть что вспомнить, и мы не должны сегодня забывать такие даты, и мы должны грамотно все это передавать подрастающему поколению. В акции памяти приняли участие как ветераны войны, так и школьники столицы. Они с трепетом просматривали военные кадры, которые транслировались на мониторе в зале. Это и боль, и гордость за наших бойцов, делились впечатлениями дети. Нас пригласили сюда, чтобы мы поучаствовали в памятной акции, посвященной погибшим в мартовском наступлении. Это очень важно для нас. Мы должны знать свою историю, должны знать своих героев. И не зная своего прошлого, мы не можем строить свое настоящее и будущее. Участникам и гостям акции был показан военный архив мартовской наступательной операции по мотивам рассказа ветерана войны Автандила Гарския. В зале была тишина. Кадры и музыка вновь напомнили о тех кровавых событиях. Ведь середина марта 1993 года унесла более 200 жизней и покалечила тысячи судеб. В холле музея раздавали всем желающим рассказы Автандила Гарския, которые он записал после этой наступательной операции. В них подробно описаны события тех дней. Автор этих рассказов отметил, что во время войны он делал лишь заметки и только спустя 20 лет решил излить все на бумагу. У меня вообще было всегда желание что-то записать и после уже анализировать. Я все это записал в блокнот и хотел показать людям о том, что война ничего общего не имеет с кино, абсолютно. Так случилось, что то, что я написал в тот момент, вот эту хронологию, потом впоследствии, через 20 лет, когда я уже написал вот этот сюжет, я не считаю себя писателем, я просто написал какой-то сюжет, который был связан с мартовской операцией, и где были указаны все эти эпизоды, и поименно имена и фамилии этих ребят, и их непосредственные действия во время этой операции. Акция – это напоминание всем, что мы не забыли и не забудем. Те, кто подарил нам свободу, будут жить вечно в наших сердцах. Сима Аргун, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
Завтра, 16 марта, по всей стране пройдут памятные мероприятия. В Сухуми они начнутся в 11 часов утра с возложения цветов в парке боевой славы. В церемонии примет участие президент Рауль Хаджимба. Также завтра состоятся многочисленные встречи ветеранов войны, участников мартовской операции. А в 18 часов в Абхазской государственной филармонии состоится концерт памяти погибших в мартовские дни 1993 года. Сегодня признанному классику абхазской литературы, писателю с тонким чувством среды и глубоким пониманием принципов существования в ней человека, талантливому стилисту и философу, по праву носящему звание патриарха абхазской литературы Алексею Гогуа, исполнилось 85 лет. Сегодня юбиляра принял президент Абхазии Рауль Хаджимба. Рауль Хаджимба поздравил писателя Алексея Гогуа с юбилеем. Президент подчеркнул, что 85 лет не мало и не много, а, как говорят абхазы, всего лишь полжизни. Как отметил глава государства, народный писатель Алексей Гогуа всегда открыто и смело говорит о том, с чем не согласен. Рауль Хаджимба также подчеркнул роль Алексея Гогуа в национально-освободительном движении абхазского народа. За выдающийся вклад в развитие национальной литературы и духовной культуры, а также за создание высокохудожественных произведений, президент наградил и вручил народному писателю Абхазии Алексею Гогуа орден Ахтапша первой степени. Алексей Гогуа отметил, что относится к числу людей в Абхазии, которые всегда старались делать что-то полезное для своего народа, страны и государства. Алексей Гогуа – автор таких известных романов, как «Нимб», «Асду», «Большой снег», сборников повести «Время оленьего зова», «Дикая азалия», повести «Гора красивая», «Мшагу большой, мшагу маленький», «Вкус воды», рассказов «Дорога в 3 дня и в 3 ночи», «За 7 камнями», «Элана», «Поляна Ананы Гунды» и других. Собрание его сочинений опубликовано в 2 и 5 томах. Советник президента по культуре, науке и образованию Владимир Зантария особо подчеркнул новаторскую роль произведения Алексея Гогуа в абхазской литературе и высокий художественный уровень его произведений. У нас, конечно, были замечательные романы и повести, у нас замечательные мастера слова, но Алексей Ночевич один из тех писателей, который очень смело преодолел железную устойчивость традиций, а это не каждому удается. Традиции сковывают писателя. Насколько бы он ни был талантлив, сковывают. А редко кто может преодолеть это и вот выйти на другие просторы. Алексей Гогуа привнес в абхазскую литературу мировые тенденции. Он доказал, что абхазский язык способен тонко выразить все нюансы состояния героя. Как каждый большой писатель, он умеет загипнотизировать читателя и погрузить его в свой самобытный мир. На Алакове Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Большая часть самшитовых лесов Абхазии высыхает, что очень тревожит экологов. Самшит остался только в тех местах, где проводилась обработка от вредителей, но это небольшие локальные участки, расположенные в основном в Зыбском и Гекском ущельях. По словам директора Института экологии Романа Дбар, в тех местах, где нет доступа для обработки, самшитовые насаждения обречены. Поэтому сегодня самая главная задача абхазских экологов – сохранить оставшиеся самшитовые леса, собрать семена здоровых растений, а также продолжать обработку лекарством.
Главная наша задача сегодня – сохранить те участки самшитовых лесов, которые остались, обрабатывать их дальше, собрать с них семена. И мы сейчас создаем и формируем новую лабораторию, в которой будет специальные контейнеры для хранения семян и глубокой заморозки. И мы заморозим эти семена при температуре минус 18 градусов с таким расчетом, чтобы мы могли в течение 10-15 лет сохранить жизнеспособность этих семян. После чего есть надежда, что со временем произойдет изменение в экологической обстановке и будет возможность, создавая питомники саженцев, распространить и расселить самшит снова в тех местах, где он исторически существовал. Начало блюз-культуры в Абхазии. Накануне в Сухуме на сцене Русского театра драмы состоялся концерт группы Red Rocks «Блюз от Чикаго до Сухума». Современной музыке не хватает живого инструментального звука, которым богат блюз, считают участники группы, лидером которой является Эрик Микаа. Поскольку музыкальной блюз-культуры сегодня в Абхазии не существует, молодые люди поставили перед собой цель – создать ее здесь. О том, как им это удалось, расскажет Сария Смар. Блюз от Чикаго до Сухума. Впервые с абхазской сцены прозвучали песни всемирно известных блюзменов. Группа Red Rocks исполнила известные блюзовые хиты всех времен и немного разбавила их собственной музыкой. Программа концерта была достаточно насыщенной. В течение 2 часов музыканты исполнили произведения Роберта Джонсона, Мадди Уотерса, Элмара Джеймса и более современных музыкантов Биби Кинга, Эрика Клэптона, Стиви Раймонда и других исполнителей. Блюзовую культуру в нашей стране необходимо возрождать, считают музыканты. Солист группы Red Rocks Эрик Микаа называет блюз страданием глубоко творческого мужчины, подчеркивает, как важно найти себя в этом амплуа. Признавая, что блюз – музыка для взрослых, Эрик Микаа за то, чтобы качественную музыку слушало и подрастающее поколение. Спасибо всем огромное. Я хочу поблагодарить нашу публику. Все-таки мы были, мои коллеги, мы были правы в том, что мы не рождаем, а возрождаем немножечко забытую культуру красивой, живой, настоящей музыкой, которая дышит, живет, говорит, поет, страдает, радуется вместе с нами. Спасибо всем огромное. Я думаю, что это не все. Если также наша публика будет нас поддерживать, мы еще много раз повеселимся. Группа Red Rocks образовалась совершенно случайно. Страсть Эрика Микаа к блюзу поддержал музыкант Аляс Думава. После недолгих раздумий молодые люди решили собрать команду. Сделать это оказалось не так сложно. Сегодня участники Red Rocks – это музыканты группы Сан Себастьян, которая в свое время была очень известна. Эти талантливые ребята и сегодня, безусловно, смогли завоевать любовь зрителя с первых аккордов. Для меня, путешествуя много по миру и слушать такую музыку, это просто потрясающе. Огромное спасибо. Ну, молодцы ребята, очень понравилось. Молодец, Эрик. Очень красиво было, очень интересно. Супер был драйв, нерв, все как положено. Все как положено для блюзменов. Ну, тот, кто знает, что это такое, это бомба. Молодцы ребята. Группа Red Rocks состоит из 7 человек. Вокалист Эрик Микаа в группе выступает также в роли продюсера и менеджера. Музыкант стремится выстроить профессиональную схему отношений в любой творческой группе. Гитарист Аляс Думава не считает себя профессиональным музыкантом. Он признается, только любовь к музыке и блюзу подтолкнула его выйти на сцену. Удался ли концерт, можно судить по реакции зрителей, а их аплодисменты долго не стихали. Сария Смар, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Абхазское телевидение предоставляет эфирное время на платной основе кандидатам в депутаты, вышедшим во 2-й тур выборов в парламент страны. Проекты разные. Это, в частности, трансляция видеороликов до 10 минут, производство 3-минутных агитационных роликов и беседа при обоюдном участии кандидатов до 30 минут. И о погоде.
Завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, местами дождь, температура воздуха ночью плюс 9-10, днем плюс 13-14 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.